В последнее время республика все чаще сталкивается с распространением недостоверной информации, а то и вовсе откровенной лжи. Главный вопрос в том, кому это нужно и для чего. Хотя ответ здесь на поверхности и очевиден. Нужно прежде всего недругам России для того, чтобы постараться завершить начатый в начале 90-х и остановленный Владимиром Путиным неудавшийся развал страны. Снова голову поднимают по уже сложившейся в таких случаях традиции из-за бугра так называемые оппозиционеры. Ведь именно там находит приют любой, кто недоволен властью в своей стране. И там же под диктовку своих западных патронов составляют сценарий цветных революций. И здесь аналогию можно провести с Ливией, Сирией и Украиной. Что сейчас там творится, знает каждый. Того же, судя по всему, желают и нашему народу новоявленные оппозиционеры и подконтрольные им средства массовой информации. Постоянно ищущие негатив с одной лишь целью – расколоть общество и вызвать конфликт. Об очередной волне информационной атаки в специальном репортаже Дагмара Касаева. Усиление информационных атак на республику в последнее время сравнимо с весенним обострением шизофрении. Кажется, у так называемых оппозиционных СМИ сезонные расстройства. И, судя по публикациям, связаны они со здравым смыслом, логикой, адекватностью к фактам. На неделе отличился еще один псевдоправдолюб и новоявленный оппозиционер Михаил Ходорковский. Человек в прямом смысле этого слова с уголовным прошлым и уже успевший отсидеть срок за преступление. Теперь, сидя в Швейцарии, не нашел лучшего занятия, чем делать нападки на Россию и искать зло в ней. Свои взоры в его поиске он направил и на Чеченскую республику. В начале недели на сайт, созданный его организацией, был выложен фильм «Семья». Провальный еще в своем анонсировании разочаровал всех уже после выхода. Выдуманные истории, сочиненные факты, старинные картинки. По всей видимости, задумка была по принципу «ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой». Но никто не поверил. Любая попытка раздуть межнациональную рознь, унижать любой народ является просто недостойным приличного человека. Да и как можно ожидать чего-либо приличного от преступника, который запомнился только кровавым воровством у нашего народа? Уверен, что задача, которую пытается реализовать Ходорковский, такая же неприличная, мерзкая, какой деятельностью он все время занимается. Это попытка омрачить тот мир многострадальный, который есть на сегодня в Чечне, и то строительство современного цивилизованного общества, которое сейчас формируется и благодаря усилиям руководства Чечни и лично Кадырова и руководством Российской Федерации. Народ Чечни устал от войны, которую в свое время развязали шайтаны, которых как раз финансировали единомышленники Ходорковского. И вот этот преступный путь унижения и издевательства над народом Чечни, над другими народами нашей страны, это путь, который никогда не приведет Ходорковского и других таких же преступников ни к какому успеху. Журналистскому сообществу республики, хочешь не хочешь, пришлось ответить. Когда про твою республику показывают такую ложь, людям, для которых патриотизм – это не эфемерное понятие, трудно оставаться в стороне. О несостоятельности фильма в этот же день рассказали телекомпания «Грозный», показавшая специальный репортаж, и телеканал «Войнах», подготовивший фильм. Но провал как кинопродюсера Ходорковский решил восполнить газетными публикациями. Не подчинить, а починить. Почему-то так называемые чеченологи очень любят бросаться громкими словами, рассчитанными на то, чтобы задеть самооценку. Начнем со слова «подчинение». Во-первых, прошедший в 2003 году референдум означал не безоговорочную капитуляцию мятежной Чечни, а добровольное и осознанное вхождение ее в состав России. А во-вторых, что нужно чинить в регионе, который сегодня выглядит лучше, чем за последние 25 лет? В случае с фильмом «Семья» все было довольно очевидно. Все зло в республике – это ее власть. Видимо, у Ходорковского произошла переоценка ценностей, и он стал видеть в регионе сразу двух врагов – это Кадырова и чеченский народ. С главой региона все понятно, и не сосчитаешь, сколько камней от опального олигарха полетело в его огород. Героя России, между прочим, вдруг ставшего ее ярым недругом, а вот претензии к населению – это что-то новое. Вспомним историю, когда народ Чечни в первый раз назвали врагом и что из этого вышло. Остается только радоваться, что Ходорковский сейчас не в должности Сталина, и депортация на почве нашего им восприятия нам не грозит.
Парировать выпады Ходорковского насчет того, что восстановленный и цветущий регион – это миф, как-то уже набило оскомину. Кто был здесь, знает, как выглядят чеченские города и села. Единственное, что остается – пригласить Михаила Борисовича в Чечню и попросить его показать нам республику, не похожую на парадную картинку. А еще пронизанное страхом население миллион граждан, оказавшихся в руках царька, загоняющего регион в средневековье. Оказывается, именно в этой эпохе мы живем, и нужно довести стандарты нашей жизни до общероссийских. С чего это вдруг у Ходорковского, несколькими абзацами ранее видевшего в чеченцев врага, такой альтруизм непонятно. С другой стороны, по каким, интересно, параметрам мы не дотягиваем до современных показателей? Абсолютно я с этим не согласна. Как я могу быть с этим согласна, когда у нас все сферы работают, у нас очень грамотная молодежь. Я не переоцениваю, мы во всех областях всегда не то что догоняли, а перегоняли. Это говорят те люди, которые нас ненавидят, которые хотят, чтобы мы были в плохом состоянии, плохом. Это неправда. Во втором пункте своего анализа Ходорковский вдруг резко становится патриотом и излагает как будто неслыханную мысль: нужно сохранить Чечню в составе России, как будто кто-то рассчитывает на другой сценарий. А чтобы вернуть регион от средневековья к современности, нужно заботиться об образовании. Это после того, как опыт проведения ЕГЭ в республике оценили так высоко, что министра Анзора Музаева пригласили в Федеральную службу по надзору в сфере образования. Также Ходорковский считает, что нужно уделить особое внимание воспитанию детей, то есть жителей региона с одним из самых низких уровней подростковой преступности и республики, где предпринят целый комплекс мер для укрепления института семьи. По одному оппозиционеру из Европы надо отдать должное. Он считает, что региону нужно дать возможность соблюдать народные традиции, но тут же себе противоречит, подчеркивая, что нельзя обязывать женщин носить черные платки. Во-первых, черные одеяния, ровно как и закрытые подбородки, в регионе не особо приветствуются. Во-вторых, платки на чеченских женщин надевает не власть, а семья. Послушание отцу, брату, супругу для каждой чеченки – это нечто само собой разумеющееся. Так было испокон веков, а если учесть, что покрытие – это обязанность каждой мусульманки, то вопрос и вовсе исчерпан. А вот какие реформы новоявленный Петр I предлагает в системе образования. Оказывается, нужно, чтобы талантливые ребята из Чечни, не дети знати, как особо подчеркнуто, получали места в российских вузах. Видимо, времени Ходорковскому хватает только для писанины. Посидеть в интернете и ознакомиться с тем, какие студенческие программы реализуются в регионе, ему некогда. Иначе бы он знал, что уже который год молодые люди, отличившиеся в учебе, обучаются не то что в российских, европейских вузах. Слышала совершенно случайно о программе, которая набирала студентов для подготовки молодых специалистов за рубежом в Великобритании и в Германии. Единственными условиями для отбора являлись отличный аттестат и зачетка, то есть тоже отличные результаты в зачетке. И по прошествии первого или второго курса вы уже могли подавать документы на эту программу, не было никаких ограничений, кто может подать. И также отбор осуществлялся абсолютно без какого-либо участия чеченской стороны, то есть это было, рекомендации были от преподавателей и сотрудников международных вузов. Единственным критерием отбора было наличие знаний и собственная кандидатура, а не присутствие каких-то значительных и влиятельных родственных связей. Вот какое назначение Ходорковский выписывает Чечне, зараженной средневековьем. Отставка Кадырова и честные выборы в региональный парламент. Задаешься вопросом, почему так тревожатся за благосостояние современной Чечни те, кто в самые тяжелые для нее 90-е годы, входя в состав элиты страны, не сделал абсолютно ничего для помощи ее жителям? Достаточно очевидно, что на Чечню, ее лидера Рамзана Кадырова, сейчас идет информационная атака. И эта информационная атака осуществляется в рамках общей стратегии атаки на Владимира Путина и подготовки попытки цветной революции в России, подготовки российского Майдана. Мы все полагаем, что такая попытка цветной революции состоится примерно зимой 2016 года в связи с парламентскими выборами. И она пойдет под лозунгами несогласия с выборами. Чеченцы знают, каково это оказаться на острие, когда из-за рубежа пытаются создать какую-то революцию, создать какой-то переворот, создать какой-то конфликт. Люди в Чечне хлебнули уже сами это.
И поэтому они не хотят это позволить. Вот этих людей, которые имеют опыт, имеют мощную, в том числе опыты боевых действий, их стараются парализовать в том, чтобы они не участвовали в противостоянии с российским Майданом. Чем больше атакуют кого-либо по приказу Вашингтонского обкома, тем крепче позиция этого человека в глазах российской власти, которая прекрасно понимает, что стрелы в конечном итоге направлены против России. Активно муссируют чеченскую тему многие российские СМИ. Главный оплот оппозиции – это «Эхо Москвы». Но похоже, что и внутри самого журналистского коллектива есть раскол. Иначе зачем было покидать радиостанцию одному из ее сооснователей Сергею Корзуну, объяснившего свое решение тем, что его детище уже не то, что раньше? Цитата. Радио за 25 лет меняло программы, форматы, рубрики, соотношение новостей и комментариев экспертов, но всегда оставалось верным своей целевой аудитории. В 2015 году этого, на мой взгляд, не стало. В данном случае я не отделяю сайт «Эхо Москвы» от радио. Отличия есть, но бренд один и тот же. Непрофессиональные, высокомерные, злобные и просто оскорбительные суждения из комментариев к постам перекочевали в сами посты. Открытый троллинг некоторыми ведущими некоторых гостей программы в эфир. Дегтя сравнительно немного, но, как известно, одна его ложка может убить бочку меда. Мне представляется, что репутации бренда «Эхо Москвы» это наносит смертельный ущерб. Конец цитаты. По мнению уволившегося журналиста, сегодня курс на поддержание рейтинга противоречит принципам, заложенным в самом начале вещания. Он не хочет работать ради рейтинга в ущерб базовым ценностям. Не нужно быть особым медиаэкспертом, чтобы увидеть, какие цели преследует ряд так называемых независимых СМИ. Постоянные поиски негатива и публикации, нацеленные на раскол общества. Раньше говорили о желтой прессе. Сейчас, по-видимому, начинается формирование новой прослойки – оранжевой журналистики. Вся так называемая оранжевая западная журналистика и те, кто им сочувствует в России, повели себя в данном случае как слон в посудной лавке. И мне жаль, что господин Ходорковский нанимает непрофессиональных людей. Если бы он нанял людей действительно, которые имеют духовную опору, если бы он бы нанял людей, которым известно чувство патриотизма, может быть, у них был бы шанс для победы. Но он этого не сделал. Поэтому такие результаты. Победоносное шествие майданных революций прекратились на России. Поэтому то, что было в Украине, это был последний выпад оранжевой журналистики. И все их попытки, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в России, и в частности в одном из ее активно развивающихся регионов Чеченской Республики, сегодня равны нулю. Они тщетны, они канули в лету, они сдулись, они проиграли. И единственное, за что бы я хотел их поблагодарить, наверное, в первую очередь за то, что они, работая непрофессионально и проигрывая нам на каждом шагу, показали истинные политические намерения господина Ходорковского, который из-за якобы болезни мамы, убежал в Швейцарию, мог бы там жить достаточно безбедно, но, будучи человеком пустым, он просто-напросто нарушил свое обещание и занялся околополитической, полукриминальной деятельностью в попытках подорвать общественно-политический и конституционный строй России. И главным препятствием на этом пути был Рамзан Кадыров и преданный ему чеченский народ. А мы сегодня, после того, что мы сказали на референдуме, что мы с Россией, за Россию готовы сегодня отдать жизнь. И Ходорковский прекрасно понимает, что олицетворением этой готовности является как раз Рамзан Кадыров. Пока Рамзан Кадыров жив, пока жив чеченский народ, который идет за ним, Ходорковский прекрасно понимает, что России ничего не грозит. Пока жив последний чеченец. Ну и во-вторых, я хочу поблагодарить эту же оранжево-желтую прессу, о которой вы говорите, за то, что она, благодаря своему агенту Милашиной, сегодня явила миру всю красоту, самобытность и уникальность чеченской духовной культуры, и особенно ее свадебных обрядов. Кстати сказать, некоторые из публикаций таких СМИ оказались на руку рейтингу ЧГТРК Грозный. Теперь можно с уверенностью сказать, что нас смотрят по всей стране. Один из виднейших оппозиционеров, Алексей Навальный, тоже занялся чтением чеченских СМИ и назвал Грозный информ адской деревенщиной. От ответной публикации агентство отказалось. Не реагировать же на каждый негативный комментарий. Мы фильм посмотрели, внимательно его изучили и среагировали. Среагировали как? Журналисты ЧГТРК, Грозные. Они досконально сверху, с начала до конца разобрали этот фильм, указали все несостыковки и вообще показали всю его несостоятельность. Представители нашего агентства, мы писали публикации об этом, тоже вызвавшие достаточно сильный общественный резонанс. Мы тоже показали другую часть несостоятельности этого фильма. Но тут надо понять еще одну такую глубокую вещь. Этот фильм просто первый маленький шаг.
чтобы нас готовят к чему-то. К чему нас готовят? К переходному периоду. А на одном из независимых международных проектов «Снобру» выходит статья публициста Емельяна Захарова, посвященная фильму «Семья», где по пунктам выстроены контраргументы против проекта Ходорковского, который автор называет детищем нечистоплотных политиков. Захаров уточняет, что в фильме использованы кадры пыток дудаевских времен, подчеркивает неактуальность бамутских съемок, говорит про безопасность в городах и на дорогах, облик современной столицы. Я вижу, как сейчас в Чечне живут люди, и я знаю, как жили раньше. У меня там друг, сейчас крестьянин, в прошлом боевик, а сейчас он взял в аренду у государства в родном Урус-Мартановском районе землю, построил дом, завел коров, поставил ульи. И у него не модернизированное за миллионы долларов хозяйственное предприятие. Нет, обычный двор, скот пасется. Чтобы к дому подойти, надо пройти по досочкам через ручей. Рядом поле, пчелы летают. И вот он идет и хвастается. Я сыр делаю, мед, на рынке молоко продаю. И я вижу абсолютно счастливого человека, получившего возможность жить, трудиться, вспахивать свою землю, делать то, для чего он в общем родился, и то, что ему очень нравится. И это говорит не про кремлевский политик, а независимые обозреватели, далекие от того, чтобы лоббировать чьи-то интересы. Что и говорить, если даже сторонние наблюдатели видят в этом попытки раскола общества. Мы сейчас в особую эпоху живем в России, когда Россия объединяется, когда она становится уже державой. То, чем мы так долго ждали, происходит, сейчас реализуется, материализуется это. Сейчас мы приходим вновь к тому, что к пониманию, значит, что такое личность, вот, за которой идут люди. Это такая вот роль Рамзана вот сложно переоценить. И поэтому я думаю, что это такой символ тоже России. Поэтому от его поступков, от его действий многое зависит. Интересно, о каком равенстве перед законом и правах граждан, закрепленном в Конституции, может говорить человек с уголовным прошлым? Какой путь к светлому будущему может предложить тот, кто сам грабил собственную страну? К примеру, именно в Чечне, за которую Ходорковский сегодня так переживает, в период так называемой Ичкерии компания ЮКОС незаконно добывала нефть. Все это происходило при непосредственном участии его партнеров по бизнесу, таких как Борис Березовский, который в свою очередь довольно тесно сотрудничал с известными банк-главарями Масхадовым, Басаевым, тем самым являясь одним из спонсоров международных террористических банд-группировок, кроме того, обеспечивавших наркотрафик. Таким образом, участники преступного сговора преследовали сразу две цели – разрушить саму Чеченскую республику и сломить ее общество, кстати, последнее было в числе самых важных задач, а также пополнить ряды террористических группировок, которые совершали бы преступления в регионах России с целью последующего развала страны, за судьбу которой Ходорковский так опасается сегодня. Однако эти бесчеловечные ходы ни ему, ни его участникам осуществить не удалось, и, видимо, до сих пор экс-главе ЮКОСа это не дает покоя. Судя по всему, очередная провокационная публикация Ходорковского стала своего рода реваншем и за не особо успешный фильм. Впрочем, удалось ли компенсировать провал семьи – вопрос, который еще остается открытым. По всем параметрам, по всем видимым признакам идет информационная война, развязанная против Чеченской республики и России в целом, и мы не можем оставаться в стороне и наблюдать за этим. Более того, противодействуя вот этим попыткам развязывания информационной агрессии против нас, мы не должны идти как бы вдогонку, да, оправдываясь, а мы должны заставить оправдаться и извиняться тех, кто эту ложь, клевету распространяет о нашей республике, о нашей стране, о наших народах. Министерство Чеченской республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации через подведомственные СМИ организовало в последние буквально несколько недель масштабную работу. За последние 2 недели у нас вышло более полусотни аналитических материалов на информационных наших ресурсах, то есть сайтах информационных агентств. Еще больше вышло материалов в печатных СМИ. Причем новое здесь что? То, что эти статьи не просто публикуются в газетах, да, они еще или на сайтах информационных агентств, они еще продвигаются по разным социальным сетям, по разным ресурсам, ну, по всему практически миру. В преддверии парламентских выборов в стране, которые должны пройти осенью 2016-го, информационный вал на регион пошел со всех сторон. СМИ пятой колонны хватаются за любую возможность очернить республику. Порой информация берется прямо из мобильных социальных сетей. В шутку высланные СМС в WhatsApp, сообщения о бытовой ссоре или банальная сплетня берутся за основу кричащего материала. И не мудрено, ведь оранжевая журналистика всегда действует по принципу «на войне все средства хороши». Дагмара Касаева, Аза Исаева, Новости 7.